В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске «Старт дан». 6-й созыв парламента провел первое заседание. Испанские страсти на абхазской сцене. Премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы» в Абхазском драматическом театре произвела фурор. «Плоды добра». Культурно-благотворительный фонд «Ашана» подвел итоги 5-летней работы. Депутаты 6-го созыва парламента избрали спикера. Им стал Валерий Кварчия. Также были избраны вице-спикеры Саид Харазия, Ливон Галустян и Михаил Сангулия. На первом заседании 6-го созыва Народного собрания побывала и наш корреспондент Рената Шакая. Председатель счетной комиссии, депутат парламента Валерий Агрб огласил результаты тайного голосования. На должность спикера были представлены 3 кандидатуры – Валерий Кварчия, Батал Тапагу и Илья Гуния. Илья Гуния, поблагодарив за представление своей кандидатуры, отказался участвовать в голосовании за отсутствие опыта в парламентской работе. За кандидатуру Валерия Кварчия проголосовали 20 депутатов, 10 депутатов проголосовали против, 4 бюллетеня были признаны недействительными. Протокол номер 2. Заседание счетной комиссии от 12 апреля 2017 года о результатах тайного голосования об избрании спикера Народного собрания парламента Республики Абхазия. Присутствовало депутатов 34, всего бюллетеней 34, выдано бюллетеней 34, проголосовало 34. Кварчия Валерий Еремеевич за 20, против 10. Тапагов Батал Иванович за 10, против 20. Недействительных бюллетеней 4. По итогам тайного голосования спикером Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва избран Кварчия Валерий Еремеевич. Для меня сейчас очень важно, например, во-первых, немножко привести наши другие законы в соответствии с законом о государственном языке. Вот вы видите, мы сейчас выборы провели, а практически статья закона о том, что любой кандидат обязан владеть государственным языком. И это не было соблюдено в силу там различных причин, сейчас не буду об этом говорить. Вот. И, конечно, закон о просвещении. Вот это важный закон, который долг парламент имеет и прошлый, и позапрошлый, и мы сейчас пора уже, конечно, такой закон создавать, потому что стихийно такой важной область нашей жизни нельзя оставлять, чтобы она стихийно развивалась. А так проблем в стране много, очень много, сами знаете, сами видите. И я думаю, парламент пока будет идти процесс притирки потихонечку. Есть много опытных людей в этом парламенте. Я думаю, что сообща мы свой долг. Просто немножко, что мне не нравится, вот из старого парламента должно было пройти больше депутатов. Потому что опыт набран, молодежь должна учиться уже опытных людей, поэтому только единственное такое нюанс. А так в целом, я думаю, будет рабочий парламент. Первое заседание 6-го созыва парламента Абхазии также посетили руководство Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба и депутаты предыдущего созыва. Рауль Хаджимба отметил важность согласованной работы всех ветвей власти, добавив, что в этом заключается залог эффективности государства и успеха позитивных преобразований. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, на тесное и конструктивное сотрудничество с Кабинетом министров, со всей системой исполнительной власти по решению задач в области экономического развития, социальной политики, всего, что напрямую связано с благополучием и безопасностью граждан и страны в целом. Хочу выразить слова благодарности депутатам Народного собрания 5-го созыва за совместную работу. Парламентом 5-го созыва было принято большое количество важных для страны законов в различных сферах жизни государства и общества. Начата конституционная реформа. Реформированы судебная система и местное самоуправление. Убежден, что многие начинания депутатов 5-го созыва будут продолжены вновь избранными депутатами. Президент призвал все политические силы страны к совместной работе. Рауль Хаджимба отметил, что не объединившись, не достигнув согласия по основным вопросам, мы обрекаем государство на ослабление. Прошедшие выборы показали, что наше избирательное законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Предстоит много работы по принятию необходимых законов для решения системных задач в экономике и социальной сфере, продолжение реформ, направленных на повышение качества жизни, обеспечение широкой безопасности граждан. Не сомневаюсь в том, что в основе вашей деятельности будут сохранение и приумножение наследия абхазского парламентаризма, забота об авторитете парламента, отстаивание общенациональных интересов. Все это является залогом консолидации общества, эффективного решения стоящих перед парламентом задач. Желаю депутатам Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва успехов в ответственной работе на благо народа Абхазии. Михаил Сангуля, Левон Галустян и Саид Харази избраны вице-спикерами 6-го созыва парламента Абхазии. Кандидатура Натальи Смыр также была выдвинута на пост вице-спикера. Однако депутат отказался участвовать в голосовании из-за отсутствия опыта в парламентской работе. Выборы в Народное собрание 6-го созыва прошли в 2 тура. В итоге избраны 34 депутата из 35. По Гудаутскому избирательному округу номер 17 назначены перевыборы на 14 мая текущего года. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Расширенную версию первого заседания 6-го созыва парламента Абхазии смотрите в нашем вечернем выпуске. Акция «Неделя ранней диагностики рака» пройдет в Сухуми с 18 по 21 апреля на базе Национального онкологического центра. В акции примут участие ведущие специалисты международного уровня. Она пройдет под эгидой Евразийского федерации онкологов совместно с Евразийским противораковым фондом при активном содействии научно-образовательного центра «Евразийская онкологическая программа». Прием будут вести маммологи, мужчина и женщина, специалисты по опухолям головы и шеи, лор-онколог, дерматолог-онколог, гинеколог, уролог, гематолог, а также врачи-цитологи и врачи УЗИ. График работы с 9 до 16 часов с перерывом на обед. Для участия в первичном обследовании будет проводиться предварительная запись по телефону 226 45 19. При себе необходимо иметь внутренний паспорт гражданина Абхазии. Накануне вечером на сцене Абхазского государственного драматического театра впервые за долгие годы заговорили на абхазском языке герои произведения Федерико Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы». На премьере спектакля побывал президент Рауль Хаджимба, руководство страны и все те, кому не безразлично творчество испанского поэта и драматурга. Дом Бернарды Альбы – это трагическая история о судьбе испанских женщин, вынужденных жить по законам, придуманным обществом. Они обречены всю свою жизнь провести в 4 стенах родного дома под чутким надзором овдовевшей матери. Время действия – начало 20 века. Место – небольшая деревушка на юге Испании. В зале Абхазского драматического театра свободных мест нет. Тишина. Свет погас. И вот раздается речь, но не испанская. Герои пьесы Гарсии Лорка заговорили на абхазском языке. Тайная любовь одной из дочерей Бернарды, мечты о свободе, деспотическое стремление властной матери контролировать своих дочерей, дабы уберечь семью от позора, который неминуемо настигнет их, упусти она что-либо из виду. Все это важные составляющие спектакля. На сцене разыгрывается настоящая драма с нотами комедии и немалой долей трагизма. Одна из дочерей Бернарды, уверенная в том, что ее возлюбленный погиб, лишает себя жизни. Зритель полностью охвачен эмоциями, которые в нем вызывает талантливая игра актрис Абхазского драматического театра. Игра без актера, спектакль без мужчины. Смех тут же сменяется печалью, любовь оборачивается трагедией. Зал рукоплещет, равнодушным не остался никто. Спектакль «Дом Бернарды Альбы» в исполнении исключительно женского актерского состава Абхазского драматического театра удался.
Режиссер-постановщик Абхазского государственного драматического театра Мадина Аргун подошла к постановке знаменитой пьесы «Дом Бернарды Альбы» со всей оригинальностью, присущей лишь тонким творческим натурам. Репетиции, длившиеся чуть более 2 месяцев, показаны на небольшой фотовыставке в холле театра. Мадина Аргун признается, что она, как режиссер, крайне придирчива к своим работам, но реакции зрителя, который подхватывал малейшую смену настроения героев на сцене, она осталась довольна. Были такие места у зрителя, такой добрый смех пошел, я их там вовсе не ожидала, да. Честно признаться, режиссер всегда делает такие штуки, где он понимает, так, здесь нужно улыбку вызвать, да, потому что мы же не для себя ставим, чтобы мы дома у себя включили, потом записи посмотрели, а для зрителя какие-то штуки, я просчитала, да, какие-то штуки, которые я и не подозревала, они отклик у зрителя получили. Зрители признаются, что получили огромное удовольствие не только от символических декораций в виде дверей на каждого члена семьи, от света, создававшего ту самую немного угнетающую атмосферу, соответствующую настроениям, царившим на сцене, но и от блистательной игры актеров. Смотрел спектакль Пражской студии, режиссер Диана Иванова, Косыль. Смотрел спектакль Ярославского театра имени Волкова, тоже «Дом Бернарды Альбы». Смотрел спектакль Санкт-Петербурга, театр «Игрища». И еще смотрел, был большой советский художественный фильм, назывался тоже «Дом Бернарды Альбы». Автор пьесы Фредерико Гарсиа Лорка, который умер всего-навсего, ему было 38 лет, когда он трагически погиб. И сама пьеса мне очень понравилась, потому что она очень созвучна нашей жизни тоже. Я вам должен сказать, что постановка наша ничем не уступает, а даже во многом, мне кажется, даже лучше, чем те, которые я вам перечислил в спектакле, которые я смотрел и сейчас идут в разных театрах мира. «Дом Бернарды Альба» в постановке режиссера Мадины Аргун, несомненно, стал настоящим прорывом Абхазского театра. Об этом свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы публики. «Дом Бернарды Альба» легко и непринужденно отразил в веренице испанских страстей абхазские реалии жизни и быта. На Алакове, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Вечер памяти героя Абхазии Гиви Агрова пройдет в Абхазской филармонии 14 апреля в 15 часов. На вечере будут представлены видеоархивы с участием Гиви Агрба, кадры военной хроники, интервью и фотографии из личного архива. Итоги 5-летней работы подвел культурно-благотворительный фонд «Ашана». Подробности в материале Саида Джерсали. За 5 лет своего существования культурно-благотворительным фондом «Ашана» было собрано более 35 миллионов рублей. Были оплачены 186 курсов лечения 105 детям. Собирать нужные суммы фонду удается благодаря коммерческим организациям, бизнесменам и простым гражданам. Фонд был учрежден в 2008 году. Было такое замечательное событие – признание Российской Федерации нашу маленькую родину Абхазия. Это был некий такой эмоциональный порыв, после чего, я думаю, что каждому нормальному человеку что-то захотелось сделать доброе, приятное, полезное для своего народа, для своей нации, для своей страны. И на этом эмоциональном порыве был создан культурно-благотворительный фонд «Ашана». Пару лет, наверное, он выполнял такие небольшие, так сказать, выполнял небольшую деятельность, небольшие операции, но с 2010 года, с конца 2010-го, начала 2011 года мы начали вести активную деятельность, заключив договор с Русфондом о совместной деятельности. После чего было, выбрано несколько программ по лечению детей, чем мы и занимались по сегодняшний день. Только в 2016 году граждане республики собрали на лечение больных детей более 6 миллионов рублей. Пришло время поговорить о более глобальных вещах, о последствиях того, что мы с вами вместе делаем. Что происходит с ребенком, когда он вылечился? Как изменилась его семья, когда их ребенок вылечился? Как это влияет вообще на общество? Также был показан документальный фильм «Плоды добра», в котором рассказывается о важности благотворительности. Фильм показывает историю детей и благотворителей.
Плоды добра собрал 5-летний опыт работы фонда. Абонентами сотовых операторов Амобайл и Аквафон за 5 лет было отправлено 325 тысяч СМС-сообщений со словом «добро» на номер 5050 на сумму более 6,5 миллионов рублей. Представители сотовых компаний Абхазии 5 самым активным пользователям вручили памятные подарки. 6-е ежегодно открытое отчетное собрание культурно-благотворительного фонда по итогам 5 лет работы прошло в конференц-зале отеля «Атриум Виктория». Некоммерческая благотворительная организация, созданная бизнесменом Бесланом Шакаем, вот уже 5-й год оказывает посильную помощь тяжело больным детям, проживающим на территории Абхазии. Саид Жерсалия, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. «Я рисую счастье». Именно так называется выставка работ детей с ограниченными возможностями подопечных детского реабилитационного центра, которая открылась в Центральном выставочном зале Сухума. Выставка продлится до 14 апреля. Подробности у Налыковой. Яркие краски, пестрые цветы и солнышко можно наблюдать практически в каждом рисунке. Глядя на эти работы маленьких художников, даже не возникает вопроса о том, почему авторы выставки дали ей название «Я рисую счастье». Маленький Баграт с детства не слышит и не разговаривает. После сложной операции слух ребенка понемногу восстанавливается. Однако говорить мальчику пока тяжело. Мама Баграта признается, что рисование – любимое занятие сына. В детском реабилитационном центре им оказывают квалифицированную помощь. Там с ним занимаются логопеды, массажисты, в арт-терапии он занимается. С ним занимается очень хороший педагог-дефектолог, который помогает ему. То есть в Абхазии я не знаю альтернативного заведения, которое может так помочь ребенку. Реабилитационный центр был открыт в Сухуме в 2015 году за счет средств, направляемых из России в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Центр оснащен самым современным оборудованием. За 2 года существования реабилитацию прошли более 500 детей. Директор центра рассказал о том, что, несмотря на все сложности, дети вложили в свои работы душу. В прошлом году у нас была такая же выставка. На выставке представлены работы наших детей с ограниченными возможностями. И хотелось бы подчеркнуть, почему мы делали эту выставку, потому что нашим детишкам, так сказать, трудно рисовать. И вот они, несмотря на все это, это все рисовали, лепили, клеили, все делали. И большое им за это спасибо. Мероприятие приурочено к 2-летнему юбилею образования Центра для детей с ограниченными возможностями и организовано при финансовой поддержке сотовой компании «Аквафон», которая по традиции является бессменным спонсором подобных мероприятий. Ощущение того, что у этих детей будет все так же, как и у их обычных сверстников. Но они для нас особенные, поэтому «Аквафон» каждый год рядом с этим мероприятием, и не только с этим, касаемо центра. Мы рады быть рядом с этими мероприятиями. Мы благодарны фонду, благодарны реабилитационному центру, что выбирают именно нас для того, чтобы поддержать эти инициативы. Мы поздравляем всех с этим событием. Оно для нас традиционное. Многих мам мы знаем в лицо, и педагогов знаем в лицо. Это очень приятное, теплое, уже почти семейное мероприятие. Выставка «Я рисую счастье» призвана привлечь внимание общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями, показать их талант и потенциал, дать особенным детям возможность на успешную интеграцию в полноценную жизнь. На Алакове, Саида Гухава, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.